министр. Я буду говорить историю. Ну, как мы говорили про символизм, да, я здесь представляю три, как бы в трех ипостасях. Первый момент вот озвучил доцент исторического факультета СВФУ, второе — ведущий методист Института геокультурного развития, и третье — я с этого уже прошлого года, да, получается, член общественной палаты. То есть вот три основных пункта, и все, что я говорю, это вот охлопенно, и все это вот такое. Ну, ладно, да, я буду говорить о теме Якутия в условиях кризиса культурной глобализации. Я не буду говорить про Украину, про спецоперацию, я буду говорить конкретно про нас всех здесь сидящих в аудитории и тех, кто, вот, как было сказано очень хорошо, вот, тех людей, которые за вами стоят. Что такое Якутия? Сахасия. Когда появилась Якутия? 1632 года. Нет, это город Якутск появляется. Якутия, как край, регион, страна, она появляется в 18 веке. Вот она оформляется в 18 веке. Территориально-административное управление. Это территориальное образование. Понятно? Что такое Якутия сейчас? Вот почему я сказал, что я доцент исторического факультета. Субъект Российской Федерации, и не просто субъект Российской Федерации, это вот в прошлом году было собрание ректоров федерального вуза, и там было сказано: территория геостратегического развития России. Еще раз повторяю. Территория геостратегического развития России. Я дал интервью в ЕСЯ. Без микрофона лучше. Да, микрофон. Без микрофона лучше. Да, я говорил в ЕСЯ о том, что вот у меня историка, да, вот странный вопрос был задан: а какие экономические, ну, как бы, перспективы? Я сказал, ну, мир не глобальный мир, большой мир не ограничен только Евросоюзом и США. Есть огромный рынок, да, вот китайский, АТР, это Дальний Восток, от Чукотки до Австралии, например, где живет половина населения Земли. И надо отметить, потому что почему Якутия — это геостратегическая точка развития России. Вот лозунг, простой лозунг. В Азию через Арктику. Звучит? Почему? Потому что новый глобальный рынок, глобальный мир — это мировые торговые пути. Да, мировые торговые пути меряются очень просто. От Йокохамы, Японии, до Гамбурга. Три пути. Первый путь — Суэцкий канал, второй путь — Панамский канал. Да? И третий путь — это Северный путь. Ну, тут я уже понятно, почему я клоню. Дальше иду. Что такое кризис? Вот все говорят, вот с телевизоров, политики. Моя дочка 12 лет, она говорит: вот, папа, мы 10-15 лет, конкретно 5 лет, живем в условиях кризиса. Постоянно, вот, каждый день, каждый утро. В чем это проявляется? Вот как вы утром просыпаетесь? Что вы делаете в первую очередь, когда вы просыпаетесь утром? Да. Не в туалет идете, да, а вот начинаете сразу телефон что там происходит по файлмахам и так далее, в Фейсбуке что написали. Вот где кризис. Кризис — это коренной перелом идет, да, вот Андрей Александрович говорит правильные вещи. Вот этот перелом, кризис идет не в экономике, не в политике, не в социальной среде, да, а конкретно внутри нас. Что такое человек? Человек — это субъект культурной активности. Субъект культурной активности. Все, что делает человек, это культура. Сейчас понятие идет такого, ну, плавно переходим к понятию культурной глобализации, да? Что такое человек? Вот какие виды людей сейчас существуют? Только существует два вида людей. Digital immigrants и digital natives. То есть коренные жители цифрового мира и иммигранты цифрового мира. Вот мы все с вами здесь сидящие люди — это иммигранты цифрового мира. Вот я сейчас, буквально час назад, читал лекцию опять же, по этой теме для коренных жителей цифрового пространства. То есть дети до 11-10 класса. Видите? Вот где идет вот этот раскол в таком формате, да? Сейчас еще используют такое слово кризис, как раскол общества. Да, я согласен. Но это не раскол. Это поляризация общества. Как понять поляризацию общества? Стало четко понятно, да, в условиях крутого поворота, стало понятно, кто какую позицию занимает, какое мировоззрение у него, за что он болеет. До этого момента
да, например, мы с вами не понимали, что происходит, ну, и догадывались, но мы сейчас имеем четкое представление, кто за что, как и почему. И вот тут начинает проявляться то понятие культурной глобализации. Когда я учился в школе в 90-е годы, мне говорили, пиши реферат, актуальность. Я спрашиваю, что писать в актуальности? Пиши, мир глобализируется. И вот это было в 90-е годы, прошло 20 лет, и я только начал понимать, что такое глобализация. Став кандидатом наук. Культурная глобализация. Что такое культурная глобализация? Это стирание идентичности. Самостный человек. Стирание идентичности. Что такое идентичность? Идентичность – это социальное качество. Это качество, когда человек начинает позиционировать себя в этом мире. Мир мозаичный, многогранный, постоянные перемены идут. И вот в это вот перманентное состояние изменчивости, да, вот, перманентное состояние турбулентности, да, сейчас говорят многие слова, и плюс еще добавьте туда информационную интоксикацию, скажем так, да. Виктор Данилович Михайлов, например, да, вот, философ, вот нам его не хватает сейчас как раз. Он говорил такую вещь, что в советские времена человек сходил с ума, потому что у него не было из-за нехватки информации. А сейчас человек сходит с ума из-за избытка информации. У нас идет такое понятие, как историк, антрополог, изучающий современность, культуру народа Саха. Я говорю о том, что сейчас идет такое понятие, как новое средневековье. Человек перенасыщается информацией, он это не успевает переварить и начинает шагать. Сам строит мир, ну, как бы мир вокруг себя. Этим пользуется, конечно, вот эта техника информационной технологии, социальные сети и тому подобное вещи. Но, возвращаясь к теме культурной глобализации, кризис культурной глобализации, мы говорим о том, что, как бы это казалось странным, но сейчас мир еще определяет появление двух типов людей, как модернистов и традиционалистов. Кто такие традиционалисты? И модернисты. Вот Кулаковский, да, человек, который жил 100 лет назад, он был модернистом или традиционалистом? Юнский, Амосов. Модернисты. Они были модернисты. Они... Народ был просто... Вот он пишет вот в своем дневнике, да, вот я сейчас процитирую еще, да, он пишет, что был дикий народ, про свой народ. Но он верил в свой народ и сделал в таком формате. Что такое культурная глобализация? Я вот, чтобы ощутить время, да, вот я процитирую просто одно его предложение. Станет понятно, да? Так, он тут пишет в своем дневнике, это 23 число, ноябрь, 23 ноября 1923 год. Он пишет, дня 3, как я задумал регистрировать все слова, перенятые якутами от русских. Слова эти интересны в том отношении, что за ним можно судить о степени влияния русских на якутов и о степени усвоения последними культурных понятий. По ним также можно судить о способности переимчивости якутов. Переимчивость. Какая самая главная добродетель якутской культуры? Высокомобильность и высокоадаптивность. Вот это хорошо, с одной стороны, а с другой стороны, это как бы... И вот, смотри, в 3 дня записано 900 слов. Думаю, что всего наберется до 2000 слов. Работа будет окончена через 2-3 года. Так, это 900 слов, 23 год. Сейчас это нереально сделать, однозначно. Английский язык, китайский язык и так далее, и так далее. Чего я говорю? Чем я хочу закончить? Хочу сказать о том, что мы сейчас с вами живем, ну, как историк, интересное время. Почему интересно? Потому что задача историка – это не просто смотреть в прошлое, изучать прошлое, да, но и анализировать, фиксировать настоящее. Для того, чтобы потом дали нам оценку. И наша задача, вот перед тем, как перейти на дискуссии, да, наверное, да, нам надо задать вопрос очень простой: как будет существовать якутская культура в условиях глобализации, глобального мира через 50-100 лет? А не спрашивать себя, как жили наши предки 100 лет назад, например. Видите? Кулаковский, он такие вопросы не задавал, Амосов такие вопросы не задавал. Барасов то же самое. Он смотрел, он думал, вот столетний план, да, вот, да. Я читал его после спектакля, перечитал, я просто вот закрыл, и мне стало страшно, да, вот это, как люди
в 20-е годы, когда вот люди жили вот, по Бурмостова была, да, они говорили о бетонных домах, о домах хрустальных. Мне стало страшно, потому что у нас среди нас таких людей, по-моему, кто вот сейчас будет рассказывать про Якутию через 100 лет?